Паша, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Благодарю вас, что вы согласились на интервью. И вас благодарю за то, что пригласили. Когда я вам набрала на телефон, чтобы вас пригласить на интервью, вы в этот момент прямо вот опешили, говорите, что вы искали свою собаку, которая неожиданно куда-то убежала. Я хотела спросить, вы любите животных, у вас есть собака? Ну, в общем-то, да, так и было. Вот момент, когда я принимал ваш звонок, у меня убежала собака. Собака не моя, собака моего брата, племянников моих. Я часто приезжаю к ним домой, в Абгархук, и там живет эта собака. Но так как я уже год очень много времени там провожу, и, соответственно, и часто мы остаемся с ней вдвоем, то мы друг друга за этот год полюбили. Я никогда в жизни с собакой не жил, своей собаки у меня никогда не было. В детстве только, когда я приезжал в материнскую деревню Шкерду, там у нас была собака, конечно, я ее любил, я с ней жил, Мумсик, я до сих пор помню ее, такое деревенское название, но собак, конечно, я люблю, а тем более черного, и он убежал. Вот Но история закончилась хорошо. Да, я ее Собака. нашел. За что можно любить собак? За какое качество? Ну, я думаю, за дружбу, за преданность, за то, что они любят за просто так, за то, что любят. Ну, вообще, наверное, все то, что мы ищем в людях и находим в собаках, наверное, потому мы и любим. Он просто не разговаривает, такой же человек, разумное существо. Мы, люди, считаем, что только мы разумные, но когда живешь с животными, видишь, что они такие же разумные, может, даже разумнее нас в чем-то. Конечно, их нельзя не любить. За какие качества вы можете уважать человека, а за какие не уважать? С людьми трудно уважать. Вообще человека надо, даже если никаких качеств нету, любого человека. Но они уважают, наверное, как все мы считаем, за обман, за подлость, за предательство. Раз мы немножко так стали философствовать, я бы хотела спросить ваше мнение. В чем смысл жизни человека? А какова его цель на Земле? Такие вопросы явно, наверное, мне не по зубам о смысле бытия, потому что сколько люди себя знают, столько ученые мужи, философы пытаются ответить на этот вопрос. Я не знаю, ответили они. Наверное, каждый сам для себя отвечает на этот вопрос. Для меня все ценности человеческого бытия очень простые, совершенно простые. Семья, дети, родина, родной город, друзья. Все то, что самое простое и доступное для человека. В принципе, вот на протяжении всей своей жизни, где бы меня ни носило, привело меня к тому, что самое близкое, самое родное, самое дорогое, оно всегда рядом, всегда под рукой, всегда в зоне доступности. Надо просто это увидеть. В каком возрасте человек понимает, что по-настоящему ценно в его жизни, для чего он живет? Сколько человек живет, столько он, наверное, учится, столько набирает жизненный опыт. Вся его пройденная жизнь, жизнь вокруг него, то, что ему довелось изучать. И когда к нему приходит сознание, что первично, что вторично, что главное, что не главное, наверное, ко всем людям приходит в разное время и в разном возрасте. У меня многие ценности менялись не от возраста или взгляды на что-то, а от тех или иных событий, которые происходили в том или ином возрасте в моей жизни. Такие знаковые события. Такими знаковыми событиями для меня явились служба в армии, война, рождение детей. Конечно, рождение детей, войну со службой в армии не сравнить, но для моего юношеского 18-летнего сознания это тоже явилось событием. И на разных этапах, у других людей, наверное, другие какие-то критерии. Может, возраст, может, другие события.
Но именно после таких знаковых событий возникали и возникают, наверное, по сегодняшний день у меня вопросы, а что же все-таки главное, а для чего ты живешь, для кого живешь, в чем смысл жизни, в чем смысл бытия и так далее. Это, я думаю, зависит вот от, для меня, по крайней мере, от каких-то событий. Так я отвечу. Что влияет на формирование личности человека больше? Семья, время, в котором он живет, те же события, о которых вы говорите, через которые ему приходится проходить. Это генетика, либо вот что-то другое, детство, может быть. Что повлияло на вас? Все то, что вы перечислили, наверное, это все влияет, и, на мой взгляд. И влияет это все в совокупности, все вместе взятое. И детство, и все влияет. И учеба, и окружающая среда, и воспитание, и генетика. Все это влияет на становление личности, условия, в которых это происходит. А если конкретнее, вот человек, который оставил свой неизгладимый след в вашей памяти? Много людей оставляли. Из детства. Я хотелось бы с детства, потому что вот в детстве формируются, мне кажется, основные черты характера человека. Вот кто повлиял на вас больше всего? Была бабушка, дедушка, двор, в котором я жил. Все, наверное, меня воспитывало и формировало как личность. Начиная от того, там, что во дворе у нас, ну, впоследствии этот двор стали называть Абхазским двором. Когда я был маленький, я гулять, если выходил, там, скажем, с няней во двор, если у меня там манжет, я какой-то одевал, обязательно где-то видел такой кулак хороший. А ты идешь на пару То есть метров. няня вас одевала так холенно? Не няня одевала, но она смотрела. И, ну, иногда и она одевала. Ну, когда как, надо было завоевывать место в жизни во дворе. А в деревню я приеду, там никакого манжета нету и ничего нету. Там за шиворот и в чай собирать. А потом там табак. У меня бабушка, дедушка с утра до вечера работали. Они были крестьяне, колхозники, трудились, табак собирали, чай собирали, огород делали. А вас приобщали к такому сажали. труду? Конечно, трудиться не заставляли, но с собой брали. Кто там меня будет смотреть? Утром встали, позавтракали и вперед на чай. Потом с чая возвращаемся к обеду. Там дедушка пойдет в другое место работать, бабушка меня накормит, домашними делами займется. Деревенский быт мне хорошо знаком. Деревенский быт вам знаком, и вам знакома, очень хорошо знакома атмосфера городская, столичная, в которой вы выросли. Тот же Абхазский двор, как вы говорите, где вы набирали опыта, как драться, как быть мужчиной, я так понимаю, да, когда приходилось выживать в каких-то разборках. Такая была атмосфера до войны в Сухуми? Не, ну, касательно того, что я говорил, это совсем раннее детство. А до войны атмосфера была, конечно, роскошная. Ну, с моей точки зрения. Мы были молоды, юны, жизнь била ключом. Мы, тем более, жители столицы Абхазии, ну, самое лучшее место на планете Земля. И не то, что в Советском Союзе. Конечно, в жизни атмосфера в столице была шикарной, я бы так сказал. Может, она мне такой кажется, за то, что тогда все видится и помнится только в ярком солнечном свете, где люди красивые, добрые, вежливые, где люди друг друга любят, ценят. Атмосфера была очень хорошая. С кем вы дружили? Кто вырос с вами? Знаете как? На Абхазский двор нас называть стали не мы сами. Так нас называли другие горожане. И мы только со временем узнали, что нас так называют. А дружили мы, так получилось, что жили мы во дворе, где проживало много абхазской творческой научной интеллигенции. Были писатели, филологи, поэты, ученые, преподаватели вузов, театралы, а мы, соответственно, их дети.
Ну, наверное, это, можно сказать, элита была абхазской научно-творческой интеллигенции. Но это не дети партийной элиты, то есть мы не те дети, которые, скажем, воспитывались избалованными в роскоши там, или в чем-то. Мы дети простых советских людей, граждан, которые, да, конечно, в системе государственного управления. И всегда они, сколько я себя помню, они всегда показывали нам пример того, как им надо было и приходилось бороться за права граждан Абхазии, этнических абхазов, за права своего народа. И фактически, конечно, и это повлияло, в свою очередь, на становление нас как личностей. Ну а дальше уже, будучи студентами, это уже, я бы сказал, совершенно новый этап. Вы учились на историческом факультете. Да, я учился на историческом факультете, где, кстати, у меня преподавала тогда еще молодой преподавательницей была Ирина Шотовна Горба. И она тоже, наверное, мы взаимно друг на друга влияли. Конечно, да. До войны у вас бывали стычки с грузинской молодежью? Какие у вас были отношения? У нас взаимоотношения были со всей молодежью города, интернационального города. Я бы сказал, хорошие. Не просто я бы сказал, да, хорошие. Мы дружили со всеми. И с грузинами, и со всеми другими национальностями, которые есть в городе. Бывали у нас стычки или нет? Конечно, бывали. Обязательно бывали. И именно в результате вот этих, наверное, стычек, может, нас и прозвали, возможно, Абхазским двором. Может, в силу каких-то других причин. Я не могу точно сказать, почему нас так прозвали. Стычки, конечно, Можете у нас рассказать бывали. какой-нибудь такой случай? Могу. Давайте. Да, могу. Самый такой, если сказать стычкой, это даже была больше, чем стычка. Это был уже 89-й год. У нас дежурный поход на турбазу 15-го съезда, директором, где являлся Мишвиляни, и явился, в принципе, превратился в массовую драку, которой не мы придали уже этнический, национальный характер. Там уже по ходу всего происходящего просто раздавались такие возгласы, которые, что вот, дескать, абхазы грузинов бьют, там, помогите, подтягивайтесь. Это все превратилось в массовую драку, в которой участвовали горожане, трасса была перекрыта. И все это было впоследствии подведено, как ничего общего это не имело ни с какой политикой, не имело никакого этнического окраса. Но, тем не менее, после событий 89-го года все это заимело и политический окрас, и национальный признак. Людей судили, и были осуждены люди за это. И сам я, в принципе, я даже и писал об этом в Фейсбуке. То есть преследовали, да? Конечно, да, обязательно. Да, я же говорю, мои друзья сидели в СИЗО МВД, я бы тоже сидел. Кто ваши друзья? Абхазский двор, ну, сам я, самый младший, наверное, ну, в нашем поколении. Ну, ключевая фигура, самая любимая нами всеми, друзьями, жителями Абхазского двора, причем всех национальностей, и что грузинов, что абхазов. А нас, кстати, не больше было, чем этнических грузин в Абхазском дворе. По количеству их было больше, нежели нас. Но все, конечно, Абзагу любили Гургулия. Мы очень близко дружили с ним. Я, Абзаг Гургулия, Алексей Ломия, Дима Гогу, Адгур Басария, Тамаз Берзени. Вот, в принципе, Юра Бармышав, бедный Ногда Надар Харибава. Может, кого-то я сейчас не перечислил, но мы все друзья детства, которые жили там, в этом дворе. Вы в ходе беседы, может, еще кого-то вспомните? Так началась война. Сколько вам было лет? Война началась, мне было 23 года, когда началась война. Война для вас была ожидаемой или неожиданной? Была. Для меня лично война была ожидаема.
я к войне, я уже после 89-го года у меня сомнений не было, что война будет. У меня висела форма, афганка в шкафу, оружие личное висело мое. Я еще приобретал оружие при каждом удобном случае. У уезжающих офицеров российской военной базы, советской тогда, покупал гранаты, аммонал, ружья, потому что я уже попадал в 89 году в ситуацию, когда я уже отслужил советскую армию, считал себя взрослым мужчиной, и я не мог защитить людей, которые находились, женщин, детей, стариков. Я чувствовал себя беспомощным, что я ничего не могу сделать абсолютно. И больше я в такую ситуацию попадать не хотел. Больше я знал, что я и не попаду больше в такую ситуацию. В принципе, и не попал. Просто сама война, начало войны меня не застало в Абхазии. Извините, может, не по-абхазски, но вы были в возрасте моего среднего сына. Я даже не представляю, как я бы это восприняла, будучи матерью, родителем, отпускать своего сына на войну. Это очень тяжело для родителей. Как восприняли ваши родители то, что вы готовитесь и идете на фронт? Мне сперва надо было увидеть родителей вместе. Из 5 членов моей семьи 2 в одном месте не было на момент начала войны. Младший брат у меня был в Саратове, средний брат был на войне. Я поехал в Саратов привезти младшего своего брата. Отец у меня был в Сухуми, а мать ехала в Сухум, и вот дальше Гудауты поехать не смогла. И поэтому все 13 месяцев войны прошли, прежде чем все 5 мы смогли увидеться вместе. Потому что практически до самого конца войны мама моя находилась в городе. Тогда, когда можно было город покинуть, она этого не сделала. А более позднее время уже покинуть город она не могла. Ни она и ни многие другие люди. И вот практически мой младший брат и его друг, можно сказать, целую спецоперацию провели. Они пленили грузинского военного, потом обменяли его на своих родителей. А друг наш, который с нами воевал, своего отца он заполучить, вывести так и не смог. По сегодняшний день он даже не знает, где могила его отца. Они знают по показаниям соседей, что он был замучен и убит, но тело его так он и не нашел. А друга как зовут? Рама Завидба, он воевал с нами во время войны. После того, как наша БМП была подбита, он в подразделении Лёсика Цугба воевал. Всю войну прошел. По сегодняшний день мы дружим. Он друг моего брата, его одноклассник. Мы все были один экипаж, мы все делали одно дело. И и дружбу до сих пор сохранили. Но касательно отца, его отец, к сожалению, пропал без вести. И могилы отца у него нет. Вы прошли советскую армию, но это была теория. Практика в виде войны – это, наверное, немножко другое. Вы городской парень, вы и ваши друзья, городские ребята, дети интеллигенции, холеные, я бы так сказала, и вдруг попадаете вот в такую страшную картину: кровь, смерть, окопы, грязь. Как быстро вы сумели адаптироваться? В наше время никогда не было в почете быть маминым, папиным сыночком, разъедать щеки на маминых пирожках. В наше время как-то более было в почете, если юноша, парень, чем раньше он становится самостоятельным, как он сможет себя проявить в жизни кем-то. Это было для нас больше в почете. Мы этим больше бы гордились. И потом мы не являлись такими изнеженными какими-то мальчиками,
которые туфли никогда не пачкали в грязи там, или в луже. Да, мы были горожане, столичные парни, столичные юноши, но мы все равно, у нас была связь с деревней, мы знали, что такое труд, мы трудились и с бабушками, и с дедушками, и друг другу помогали, и все умели делать. Конечно, на улице мы не спали, и в траншеях тоже мы не жили. Ну, что делать? Случилось то, что случилось, и ко всему надо было привыкать. Мы даже и не замечали. Ну, молодые тогда были, не замечали. Кто будет замечать, когда вопрос в прямом смысле слова жизни и смерти, когда мы теряли людей, теряли друзей. Мы первые 10 дней войны потеряли Абзагу Гургуля, и самого любимого человека среди нас, друзей, старшего нашего, ну, который фактически, можно сказать, мы и без головы, и без сердца сразу остались через 10 дней войны. И что нам надо было роптать на то, что там холодно, грязно или что-то? Конечно, нет, мы этого ничего не замечали. Сейчас это мы все замечаем, уже 30 лет спустя. Тогда мы этого не видели. Это был ваш первый удар? Да. Для меня лично, в моей личной жизни, да, это был первый удар. Как вы справились? Справился ли я по сегодняшний день или нет? Мы просто живем без него. И вот жизнь прошла без него. Справился я? Ну, я не думаю, что я справился. Просто это же место никто не занимает. Оно так и остается всегда пустым. Это место уже никто никогда не займет. Да, можно с кем-то познакомиться, с кем-то подружиться, но эти люди новые, они будут иметь какие-то новые места. А прежние места, они занятыми не бывают, наверное. Сегодня, конечно, очень трудно. И все эти годы было трудно. И мы всегда говорим, а был бы тот, а был бы тот, а был бы тот, а были бы те, которые вот мы сегодня снимаем. А вот эта запись 27 числа, день освобождения города. Мы видим, как здесь ходят люди, как ветераны поднимаются на памятник, как... Это же все, в принципе, потерянные жизни, разбитые человеческие судьбы. Вот вы говорите 23 года, вы плохо себе представляете. У меня 13 лет сыну. Я вообще себе не представляю, не то что плохо. Вот как это так, чтобы он был где-то, где убивают, а я как-то был дома или я, ну, я не знаю. И мне сложно. Вы боитесь, что ваш сын может повторить вашу судьбу? Конечно. Судьбу вашего поколения? Конечно. Я тоже этого очень боюсь. Боюсь, и я знаю, что... Я даже не сомневаюсь. Может, я переоцениваю его, но у меня в генетику я верю. Я знаю, что не дай бог, если что-то будет, то они будут где-то там. Ну, конечно, я боюсь. Я не хочу, чтобы это было. Что в этом смысле хуже? Не отпустить, сохранить ему жизнь, либо отпустить и до смерти бояться, что его не станет? А кто-то меня отпускал, а моих друзей кто-то отпускал, кто-то им говорил, идите туда и делайте то-то. И он тоже не спросит у меня ничего. И мы не спрашивали. Конечно, боюсь. Не хочу, чтобы такое было. Хочу, чтобы у них была жизнь лучше, чем та, которую мы описывали чуть ранее, как в довоенном Сухуми. Мальчики, девочки, когда все любят друг друга, когда гуляют, дружат, когда все светится, все танцует и поет, конечно, так лучше. Если бы вы могли что-то изменить, что-то, то, что произошло во время войны, что это было бы? Что-то изменить, какое-то одно Да, событие? одно событие. Ну, мне сложно даже сказать. Какое-то одно событие. Самое страшное на войне — это когда гибнут люди. Конечно, хочется, если можно было бы изменить, хотелось бы, чтобы никто не погиб, чтобы никто не умер. Остальное все это ерунда. Человеческие жизни, они невосполнимы. Это невосполнимые утраты. А все остальное, наверное, не так важно. А какое-то событие одно, наверное, я бы хотел, чтобы не было того события, которое
забрало максимально большое количество жизней наших Мартовское ребят. наступление, например. Возможно, мартовское наступление, если оно... Мне тоже оно приходит в голову, как когда единомоментно погибло самое большое количество наших братьев и сестер. Конечно, хотелось бы, наверное, чтобы именно самого большого количества смертей не было. Чтобы вообще не было смертей. Как вы потеряли свою руку? Руку потерял я, на войне как на войне. Мы стреляли в них, они стреляли в нас. Это было когда? Что за был бой? Это было 2 декабря. Накануне мы потеряли еще одну машину, БМП, Валера Делба, его экипаж. Дать Камшам был подбит. Тяжелое ранение получил Валера. Они тогда, как мы выяснили позже, поставили птурсы в районе 16 этажек. Птурсами по нам тогда еще не били. И вот фактически за 2 дня мы потеряли 2 БМП. Один единичку Валеры Делба и нашу двойку. Можно сказать, был бы обычный рабочий военный день, если бы, конечно, не было бы некой какой-то озлобленности за потерянную машину накануне. А так мы стреляли в них, они стреляли в нас. Это было где? 16 2 этаж, декабря, что ли? Нижняя Шера, Кутычха. Мы как раз обрабатывали передний край, били по водокачке, пытались обесточить город. Еще другие системы артиллерийские должны были работать вместе с нами. И должны были, и работали. Но выкатились на открытую местность для того, чтобы более удобный сектор для стрельбы выбрали. И вот мы в них, они в нас. В результате они нас поразили. Вот при этих обстоятельствах мне сразу оторвало руку, Чем? она практически. Чем они на вас ТУРС стреляли? это аббревиатура, это противотанковый управляемый реактивный снаряд. То есть такая штука, ракета, которая она управляется таким пультиком, примерно как то, во что играют наши дети сейчас. И за ним такая проволока медная тянется за этим туром. И вот, управляя ею с высоты, они могли прям наводить ее на цель, как им удобно. Соответственно, сожгли нашу машину, точнее, она не загорелась, но была поражена. И вот кумулятивная струя, она так и прошла прямо через мое тело, оторвала правую руку прямо от самого плеча, отожгла ее. Кто был рядом с вами? Рядом со мной был Алексей Ломия, мой давний друг детства. Вместе мы воевали, мы и позже, в принципе, дальше уже будучи в пехоте, находились вместе. Только, Вы говорите позже. После еще пошли? я уже не считаю свое присутствие, так как я имел уже инвалидность, и у меня одна рука, поэтому считать себя там полноценным воином я, конечно, не мог, но все равно я, конечно, вернулся к своим друзьям, к своим товарищам и старался находиться там, где они. И конец войны, в принципе, встретил вместе с ними. Так что в этом отношении мне повезло. Как вы брали Сухум? Как вы оказались уже в Сухуме, где не было грузин? И какие вы испытывали чувства? Возможно ли их вообще повторить? Чувства, конечно, повторить нельзя. В Сухум можно сказать, что я в какой-то момент просто парадно въехал, как белый человек, просто на машине, когда уже это стало доступно практически для всех, для нас. Просто тогда не все это знали. Сухум брал не я, Сухум брали мои друзья, большинство из которых, к сожалению, уже нет в живых. И потрепало сухумцев во время освобождения Сухума, я думаю, наверное, больше всех. Потому что вся абхазская армия спускалась в город со стороны Шромы, Адиши, Каман, вот оттуда. В принципе, в освобождении которых мы сами же и участие и принимали. Потом было 10-дневное перемирие,
и последний решающий финальный штурм города. Так вот, в этом штурме города сухумцам довелось, конечно, ну, на мой взгляд, не на мой взгляд, а по факту, понести самые большие потери, что в этой операции, что вообще в ходе всей войны. Потому что вот этот так называемый, ну, может это был отвлекающий какой-то маневр, я не знаю, как расценивало это командование, но задача перед Сухумским батальоном и ротой разведки стояла, в принципе, простая. Надо было захватить плацдарм и обеспечить так называемый форсирование реки, переход через реку всей абхазской армии, которая, в общем-то, через эту реку в этом месте не переходила и не собиралась переходить. А она спускалась совершенно с другого направления, со стороны гор, как я уже и говорил, Шром и Каман, Адиши, вот оттуда, с верхних сопок. А сухумцы вели неделю или 9 дней затяжные бои вот здесь на массиве, на Учхозе, даже тогда, когда город уже был освобожден. Они даже фактически своих солдат оставили, грузинских, те, которые сражались с сухумцами, они уже когда уходили, и никто никого, кстати, так и не победил, ушли. А те отошли в свой тыл, наши отошли в свой тыл. И просто уже вошли в полностью освобожденный город. Доказать свою любовь к родине легче во время войны? А как это можно сделать в мирное время? Ну, я думаю, доказывать вообще ничего не надо. Надо просто делать свое дело, и все. Что является своим делом, ну, тоже я по-простому к этому подхожу. По принципу делай, что должен, и будь, что будет. Если ты что-то считаешь, что ты должен делать, ну, ты это будешь делать. А что-то кому-то доказывать никакой необходимости нет. Возвращаясь к вопросу, что сложнее, и что легче и в какое время, ну, наверное, все сложно. И во время войны сложно. Там на кону стоит жизнь. И в мирное время тоже сложно. И тоже на кону стоит жизнь. И зачастую не только твоя, а жизнь еще и близких тебе людей. Но как бы ни было, все равно, конечно, я считаю, что во время войны человек расплачивается прямо на месте своей собственной жизнью и судьбой. Какие-то ценности поменялись спустя 28 лет? Ценности, которые были до войны для абхазского народа, которые были во время войны, и вот сейчас, 28 лет спустя. Ну, давайте я скажу за себя, за весь абхазский народ не смогу, но, наверное, ценности, вот как мы говорили выше, общечеловеческие ценности, что первично, что вторично, да, конечно, они меняются с годами, с десятилетиями, с прожитой жизнью. Что касается связанной с войной непосредственно и, скажем, общественно-политической, патриотической какой-то деятельностью, то у меня никакие ценности не менялись, потому что изначально моей мечтой, это даже не моя мечта, это мечта еще моих родителей, а до этого, наверное, их родителей. Они не изменились, и целью моей мечтой всегда являлось и является одно – это построение абхазского государства, желательно правового государства, но именно абхазского государства, потому что государство здесь будет всегда. Ну, вопрос времени. Ну, надо, чтобы именно абхазское государство здесь было. Абхазское государство – это не значит, что в абхазском государстве жить могут только этнические абхазы. Нет, конечно, но государство это должно быть абхазским. И государствообразующим народом должен явиться абхазский народ. Если эта задача на моей жизни будет выполнена, ну, я буду считать себя, наверное, самым счастливым человеком
Я и так себя считаю одним из самых счастливых людей во многих поколениях за, наверное, ну, может быть, за 2000-летнюю историю Абхазии, вот новейшую историю. Если взять христианскую, нашу эру, точнее, а не новейшую историю. Вот за эти 2000 лет, да, я самый счастливый человек в этом отношении. Мне довелось видеть войну, к сожалению, но мне довелось дожить до победы. Я видел 5-летие победы, 10-летие, 15, 20, 25 и, надеюсь, увижу 30. И дай Бог жизни. Но самое главное не во мне, это увидят мои дети, наши дети. Все ради этого нашей целью являлось именно построение правового абхазского государства. Если эта цель будет достигнута, значит, мы свою задачу выполнили. Абхазское государство, современное абхазское государство мы получили 30 сентября, можно сказать, 1993 года. Вы говорите именно построение. Дальше пошло строительство в мирное время. Были ли допущены ошибки после войны в этом вопросе? Какие были допущены ошибки? Есть ли сейчас последствия? Я считаю, что были допущены ошибки. И считаю, что они допускаются по сегодняшний день. Если бы не было бы допущено никаких ошибок, то качество жизни современной Апсны и граждан Апсны было бы совершенно другим. Но в плохом цвете я все не вижу. И эти ошибки, я считаю, что это естественный процесс. Но, конечно, это непозволительная роскошь для такого малочисленного народа, как мы, и еще и в такое тяжелое время позволять себе допускать какие-то ошибки. Права такого у нас нет. Ну, конечно, они были и есть, повторюсь. Я считаю, что были. Если вы спросите, какие ошибки, их, конечно, можно много перечислять, но мне бы не хотелось, чтобы вот это интервью, когда будут просматривать наши граждане, они увидели вот ответ, по крайней мере, на этот вопрос каким-то ангажированным, или что я кого-то хочу, там, какую-то власть обелить, какую-то очернить или что-то. Но это вопрос, который я не могу обойти, раз стал такой вопрос. 2014 год. Я не могу это не считать не ошибкой, потому что как бы у нас, у абхазов, у народа Абхазии, какие бы ни были жаркие споры внутри себя, как нам быть так или иначе, споры у нас, у граждан, или у нашей элиты, или у наших властей, никогда за всю новейшую историю Апсны. Вот мы разговаривали с вами про мое детство, про юношество, отрочество. Вся история Апсны новейшая, она прошла насквозь через мою жизнь. Вся моя жизнь, можно сказать, я могу смело сказать, что это новейшая история Апсны, потому что в 10-летнем возрасте мой отец за ручку меня брал и приводил на площадь, где я видел только одних абхазов. В одном месте я никогда столько не видел. И я помню, что тогда было. Я помню даже взрывы, хлопушки какие-то, столкновения людей. Я помню последствия, которые за этим пришли ко мне в дом. Помню письмо 20, которое писалось в моем доме. Помню КГБ, помню разговоры отца, матери, то есть, а дальше уже, как я сам рассказывал, будучи сам, когда студент, когда Советский Союз уже разваливался, когда создавался Народный фронт, когда нам в мирное время приходилось с оружием в руках находиться и выполнять какие-то те или иные задачи, которые были нужны и Владиславу Григорьевичу, и окружению нашему. Это были наши старшие, мы всегда им помогали. Почему это рассказываю? То есть я всегда был
являюсь сторонником абхазской государственной центральной власти. То есть я всегда за то, чтобы была хорошая, сильная абхазская власть. Но в 2014 году у меня в моем сознании многое изменилось. Я считал это и считаю по сегодняшний день большой ошибкой, когда в новейшей истории Апсны появился прецедент. Я не говорю, кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой, но прийти вот так вот и избранного президента выставить за дверь, я считаю, что это преступление. Хорошо. Допустим, какие-то основания у людей для этого серьезные были и есть. Я подождал какое-то время, я подождал 100 дней, я подождал год. Но в принципе я ничего не увидел такого вот обещанные какие-то... Во-первых, с момента обещания мне было понятно, что это неправда. Такого не может быть. Вот завтра мы проснемся, и молочные реки, и кисельные берега. Такого не бывает и быть не может. Мне уже было это непонятно, мне уже было неприятно. Я, может, вовсе и не выбирал этого президента, может, он мне тоже не нравится, но я не мог себе позволить прийти куда-то камнями, палками или там еще чем-то, кого-то откуда-то выгонять. Конечно, на мой взгляд, это была ошибка. Некоторые привязывают это как звенья одной цепи 2004 года и 2020 года. Чем они отличаются друг от друга? Возможно, это цепочка, но отличие при этом есть существенное. В 2004 году никто никого никуда не изгонял, ниоткуда. У нас были, да, среди абхазского народа были трения, мы были на грани чего-то, было остро, было горячо. Ну, и да, я знаю, я вижу, встречаюсь с этими людьми, это тоже мои друзья. И так получилось, что друзья, вчерашние люди, которые вместе отдавали жизнь за одно какое-то общее дело, оказались по разные стороны баррикад. Но в 2004 году ситуация была иная, не такая, как в 2014 году. В 2014 году, это уже спустя 2 года после выборов, президента просто не извергли. Политическая борьба вне правового поля. Ну, фактически да, потому что дальше уже все как снежный ком, все стало набирать обороты. У нас были совершены такие тяжкие преступления. Было убийство Зураба Ачба, Воронова. Это лидеры нашей страны, это соратники нашего первого президента, это наша власть, это те люди, это наше солнце, на которое мы смотрели. Эти преступления не были расследованы. Кстати, там список большой, там большой, есть Яга, большой. Арценба и дальше там список совершенно большой. верно, но год от года добавлялся этот список только. Были похищения людей, и причем связывалось это многими наблюдателями, аналитиками напрямую с политическими взглядами людей, с их деятельностью общественной, правовой. То есть фактически это был режим уже преступный. И режим, когда людей похищают, убивают, запугивают, и при этом никаких изменений, обещанных в обществе, не происходит, конечно, так не могло продолжаться долго и вечно. Именно в этот период я и зарегистрировал свою общественную организацию, несмотря на то, что новейшая история Апсны так тесно связана с моей жизнью, я самостоятельно политикой никогда не занимался. И считал, что ею должны заниматься те, кто за это зарплату получает, те, кто на это уполномочены. Мне там делать нечего. У меня совершенно другие задачи, которые с политической деятельностью связаны, никак не были. Но 2014 год в этом отношении, да, он для меня стал переломным. То есть, если политика в моей жизни была, но я ею не занимался, то с 2014 года, после 2014 года, я уже для себя решил, что да, я буду выражать свое мнение, и буду выражать свое мнение открыто, потому что я не видел никаких причин, почему бы мне этого не делать. И пускай
Я свою точку зрения никому не навязываю, но пускай тогда, если завяжется дискуссия, кто-то убедит меня в том, что все, что происходит, это правильно, даст ответы на те вопросы, которые у меня оставались без ответа. Я их получить не мог. Конечно, мне это не нравилось. И, конечно, это все является, на мой взгляд, ошибками. А что происходило, например, с так называемым обменом Лукава? Это не ошибка? Или кто-то мне сказал, ошибка это или не ошибка? Или что вообще там произошло? Ну, я сам своими глазами видел людей, женщин, мужчин, вот так как с вами разговаривал, которые говорят, что этот человек убил моего брата, этот человек убил моего отца. Ну, как если есть люди, которые свидетельствуют, что некий бандит, убийца убивал членов их семьи, наших граждан, этнических абхазов, пускай и не абхазов. И если этот человек находится в неволе за решеткой, он должен подлежать суду, наверное. Если я совершу преступление, меня же будут судить. Почему тогда его не должны судить? Тоже должны судить. Но суда не было, он каким-то чудом оказался на воле, на свободе, оттуда он еще более удивительные вещи рассказывает. Ошибка это, конечно, ошибка. А если не ошибка, тогда надо мне и таким, как я, объяснить, что это не ошибка, что было то-то, 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 то-то. Так, чтобы я это понимал. Конечно, много ошибок. Но все время ссылаться на эти ошибки и не смотреть в будущее тоже нельзя. Да, они были, они и, наверное, еще будут, но мы должны, наверное, эти ошибки использовать для того, чтобы они делать выводы, чтобы больше такое не повторилось. Я все-таки хочу, чтобы вы еще ответили. Вот в 2014 году свергли законно избранного президента. А в 2020 году была иная ситуация. В 2020 году люди пришли к стенам администрации президента не потому, что они были согласны или не согласны с каким-то политическим курсом президента, не потому, что они считали, что он избран или не избран, а люди пришли к стенам администрации президента, потому что они, так же, как и в случае Лукава, они не считали, в городе Сухум произошло массовое убийство, если вы помните. 3 граждан были расстреляны в центре города на набережной. И причем, пытаясь убить одних, даже не взирали, убийцы не смотрели на окружающих, просто косили тех, кто попал под огонь, тот и попал. Конечно, родственники и близкие друзья и члены их семей, родственники убиенных, они были возмущены гибелью своих близких. И они именно поэтому это спровоцировало приток людей к стенам администрации президента. Это послужило толчком для того, чтобы уже в ближайшее время президент сложил в себя полномочия. Причины, конечно, могут быть и в прежних 5 годах, там множество разных всяких причин, которые накапливались, но непосредственным толчком для того, чтобы люди пришли массово с требованием отставки президента к его стенам, именно как раз гибель людей. И многие из числа присутствующих и наблюдателей считали, что так или иначе президентская власть имеет прямое или косвенное отношение к гибели этих людей. И по сегодняшний день страсти на эту тему, я считаю, что не улеглись, и ответы на эти вопросы не получены. Вы все время в политике, но профессионально все-таки ею не занимаетесь. Сама политика, я же говорю, с 10-летнего возраста является частью моей жизни. Потом я гражданин этой страны, я ветеран войны, и человек, который участвовал и участвует в становлении, в создании, в становлении своего государства, конечно, мне политика не безинтересна. Потом у меня растут 2 детей, я хочу, чтобы они жили
в хорошей стране, в самой лучшей стране. Хочу, чтобы у них было гарантированно, обеспечено будущее. Хочу, чтобы у них в жизни не было тех проблем, которые есть в моей жизни. Это заставляет меня уделять всем политическим процессам в стране очень много времени и внимания. Что нужно сделать, чтобы в законодательный орган страны попадали люди, которые могут заниматься законотворчеством? Учитывая нашу внешнеполитическую, внутриполитическую ситуацию, мы не можем себе позволить непрофессиональный парламент. Как вы думаете? Конечно, не можем. А какое общество, какой этнос или какое государство может себе позволить непрофессиональный парламент? Это высший орган в стране. Высший орган в стране. Если сегодня наши депутаты напишут, что издадут закон, что мы должны ходить на ушах, нам придется всем ходить на ушах. Тут, в принципе, много думать не надо. Зачем они идут в парламент? Заниматься законотворчеством? Ну, в этом человек, я считаю, должен разбираться, вникать, уметь работать. Вот вы абсолютно правильно и говорите. Конечно, он должен, но самый главный вопрос это тот же, который я ставлю перед собой. Зачем ему это надо? Человеку, который инициирует свои собственные выборы в парламент, высший орган в стране. Ради чего? Чтобы получить статус депутата. Ну, может, это круто, да. Но это еще и хлопотно, и накладывает определенные обязательства на человека. Потом это занимает, я считаю, что я предоставляю себя своей стране, даю возможность своим гражданам, обществу пользоваться мной, моими силами, моим накопленным опытом, если таковые имеются. Политическая борьба, споры между политическими силами – это нормальный процесс для демократии. Как побочное действие мы наблюдаем злобу друг на друга, ненависть друг к другу. Нас мало, и поэтому такая озлобленность друг к другу имеет последствия и ни к чему хорошему не приводит. Как сохранить эту разность мнений, которая является нормальной для демократического общества, но в то же время не стать друг другу врагами? Сформировать политическую элиту, которая будет заниматься политикой профессионально. Дорогу одолеет идущий, говорят. Наверное, это все-таки есть тот путь, который мы как общество, как этнос, как народ все-таки должны пройти. Демократия – это же неизвестная форма устроения общества для нас, для абхазов, да и вообще для жителей постсоветского пространства, которые жили в социалистической стране. И, конечно, наверное, нам этот путь надо пройти. И по дороге, идя по этому пути, конечно, мы нахлебаемся, много чего и уже нахлебались. Но если искать ответ на ваш вопрос, мне кажется, в гражданском обществе все равно. Вот сейчас весной будут выборы в парламент, все равно у нас в обществе есть очень хорошие, трезвые, грамотные, патриотичные, бескорыстные люди, которые любят свою страну и служат ей, и служили, и служат, и, скорее всего, и будут служить. Я думаю, что ближе к выборам, возможно, созреет какая-то некая платформа или сообщество какое-то среди общественников, так скажем, в нашем обществе, которые, наверное, попробуют поставить какие-то фильтры, заградительные барьеры для того, чтобы властям и их оппонентам не удавалось проводить в парламент людей по принципу лояльные или нелояльные властям или наоборот их противников, а чтобы выбирали людей по профессиональным качествам, потому кем они являются, потому насколько они патриотичны. Сегодня, я считаю, возле каждого депутата можно
его обложить рядом специалистов нужного направления. Но лишь бы он сам был человеком искренним, патриотичным, знающим и верящим в свое дело, в то, которое он творит. Вы как-то сказали в Фейсбуке, написали, что грамотных людей в Апсне хватает, не хватает порядочных. Грамотных людей у нас много, но должны быть правильные лидеры, которые эту грамоту используют во благо общества, во благо страны. Грамотным вор тоже может быть, и умным тоже может быть вор, и нехороший человек тоже может быть и грамотным, и умным, но только все это будет направлено не на созидание, а наоборот на уничтожение. И в завершении нашей беседы я хочу прочитать стихи Даура Зантария. Вы их опубликовали у себя на личной странице в Фейсбуке. Когда бросали жены и друзья, а власть имущие дышали ядом, ни ласки, ни награды не прося, лишь ты, мой страх был неизменно рядом. Если бы вы писали стихи, кому бы вы их посвятили? Я писал стихи, и сейчас тоже пишу, иногда так, чисто, когда мне надо о чем-то подумать или для развлечения, но профессионально, конечно, я этим не занимался и не занимаюсь. Но стихи всем мужчинам всегда хочется посвящать, в принципе. Всегда хочется посвящать их женщинам, матерям, любимым женщинам, детям, родине. А кому вы посвящали свои стихи? На какие темы? Ой, на какие-то Черноморгу посвящал свои стихи, Черноморэнерго посвящал. Наверное, свои была стихи. ирония. Ну, своеобразная, я бы сказал, не ирония, а аллегория, наверное, можно так сказать. У нас рубили свет, и, естественно, я возмущался. И сейчас тоже буду возмущаться. Всегда возмущаюсь каждый раз, когда будут рубить свет. Нам надо понимать, что происходит. Нам надо понимать, за что мы так страдаем. Что произошло, что происходит, к чему это идет и к чему это приведет. И все, что здесь будет скрываться и покрываться, ни к чему хорошему не приведет. Нужна полная открытость и прозрачность. Тогда мы, граждане, для наших властей всегда будем только опорой и помощью. Спасибо вам за интервью. Вы были искренни в своих ответах. Спасибо за это. И вам спасибо большое за то, что пригласили. Мне было очень приятно с вами разговаривать и отвечать на ваши вопросы. Благодарю вас.